и хоть что-то увидеть. Доехали до Литвы! Доехали до Литвы! Опять в поезд, в вагоне ехали стоя. Кто-то сказал Варшава! Потом опять куда-то поехали. Нас высадили, куда-то погнали. велели раздеться. Загнали в помещение, где был теплый пол. Заперли! И вдруг на нас сверху столовится какая-то едкая жидкость. Нам жгло голову и плечи, я оставляла степень, как ожогу. Мы кричали от боли и от страха. Все думали, что сейчас пол провалится и все упадут в печь. Что это, наверное, крематорий. Но ничего такого не произошло. Нас отперли. И перегнали в баню. Велели мыться! Хотя мы с такими ожогами было просто невозможно. Эта светская процедура называлась обработкой. Под автоматами куда-то погнали. Предупредили, кто отстанет, расстрел. Уже затемно мы добрались до места. Это был концлагерь. Множество бараков, в них нары в 3 ряда. У женщин состригли волосы. Им давали подушки для немецких солдат. Каждый день настроили на линейку. Взрослых угоняли на работу или забирали на опыты. Многие женщины не выдерживали и сами бросались на крючую проволоку. Меня тоже брали на опыты. Клали на стол, надевали маску. Я начинала мучительно задыхаться и засыпала. Во время таких провалов мне снился один и тот же сон. Говорили, от Ленинграда камня на камне не осталось. Но я знала, что у меня там мама. Я верила, что она жива. Мне снилась груда камней, а на ней стоит моя мама и протягивает ко мне руку. В памяти осталось все серое-серое. За 3 рядами колючей проволоки была буйная зелень, трава, деревья. А на территории концлагеря не травинки, потому что все, что вырастало, тут же съедалось. Деревья стали сухие, даже кора с них была съедена. И я, подходя к колючей проволоке, с тоской смотрела на тот счастливый мир. Однажды с той стороны забора подошла женщина, вынула из сумки булочку и перекинула через загородку. Я поймала булочку и побежала в барак. Там ее разделили на маленькие кусочки детям. В нашем бараке жила худая-прехудая женщина, Нина Александровна. Она была учительницей и пыталась учить нас, детей. С Ниной Александровной мы готовились к Новому году. Мы разучивали песню о снежинках. Раз, два, три, раз, два, три. И вдруг запел мужчина-инвалид. У него оказался удивительно красивый голос. Мы слушали и подпевали. Темная ночь, только пули свистят по степи. Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. После него одна девочка стала читать свои стихи. В которых говорилось о том, что мы очень ждем, когда наши отцы и братья придут и заберут нас отсюда. Когда она закончила, повисла гробовая тишина. Потом кто-то всхлипнул, потом еще. И все зарыдали. Мы плакали долго-долго и никак не могли остановиться. Так мы встретили 1945 год. Я родом не с детства. Из войны! И потому, наверное, дороже, чем ты, ценю я радость тишины. И каждый день, что мною прожит. Если вы почтим всех павших в годы Великой Отечественной войны, посвятив каждому по 1 минуте молчания, то получится, что мы будем молчать 57 лет. 57 лет!